Приветствую всех! Сегодня очередной выпуск новостей. Сегодня воскресенье, 30 ноября. Всем тем, кто смотрит нас впервые, хочу представиться. Меня зовут Раиса Зубарева. Это канал движения за независимость Саха. Вообще наше движение – это движение за свободу, за независимость Республики Саха. Мы боремся за самоопределение, за сохранение языка, культуры, земли и природных ресурсов. Мы выступаем против войны, против диктатуры и против колониальной политики Кремля. Мы являемся антивоенным движением, мы поддерживаем всех, кто говорит правду и не боится сопротивляться. Мы за свободную, справедливую и независимую Республику Саха. Немного расскажу о нашей сетке. Мы выходим... Значит, по вторникам у нас небольшое аналитическое видео, по четвергам мы стараемся выпускать тематические видео одно, и в воскресенье обычно у нас выходят новости за прошедшую неделю. Ежедневно у нас рилсы, 2-3 рилса в день у нас на канале выходит. У нас нет цензуры, у нас нет запретных тем. Поэтому, подписавшись на нас, я вас всех призываю подписаться на наш канал. Подписавшись на нас, вы будете в курсе новостей. И никакой цензуры на нашем канале, еще раз говорю, нет. У нас канал свободный, да, свободная журналистика здесь. Итак, мы начинаем новости за прошедшую неделю. Первая новость на сегодня о том, что депутаты Илтумена не лишили мандата своего коллегу Семена Филиппова. Давайте посмотрим. На его месте можете быть вы. Именно под таким девизом депутаты Илтумена сохранили мандат своему коллеге-коррупционеру Семену Филиппову от КПРФ. Вдвойне смешно, что за него вписались не только коммунисты, но и единороссы, как за своего родного. Круговая порука, как она есть. А лично я воздержусь голосовать за отстранение депутата Филиппова. Да, вот так вот. У нас коммунистов и так мало. Поэтому максимально надо их беречь. И я призываю коллег или против, или воздержаться от отстранения нашего коллеги. Спасибо. Как говорят, русское пословие жизнь, от сумы до тюрьмы не зарекайся, да? И поэтому вот коллегам надо, каждый по себя тоже должен думать. Наша фракция убедительно просит вас сохранить статус народного депутата за Семеном Васильевичем Филипповым. Как установило следствие, Семен Филиппов 2 года получал откаты от подрядчиков при реализации госконтрактов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая сумма взяток превышает 13 миллионов рублей. В итоге у нас ни качественных дорог, ни честных депутатов. Ну, если говорить коротко, да, то владелец предприятия «Дороги Алекмы» Дмитрий Маковеев передал начальнику отдела эксплуатации автодорог Укравтодора, которым руководил Семен Филиппов, 3 миллиона рублей. Эти деньги поступили на счет Коммунистической партии и были потрачены на предвыборную кампанию. Потом в ходе следственных действий выяснилось, что Филиппов замешан вообще в аферах, в махинациях с деньгами, которые поступали на строительство дорог. И из 3 миллионов, это взятка с 3 миллионов, эти деньги выросли до 13 миллионов рублей. Что в этой новости интересного? Нам интересен не сам факт взятки, не ее сумма. Да? Главное здесь это действие коммунистов. Еще в прошлом году лидер регионального отделения Коммунистической партии Губарев был уверен в том, что Филиппова оправдает. Он так и говорил в интервью с Ахадеей, что это не бюджетные средства поступили им на счет, что им на счет поступили коммерческие деньги коммерческого предприятия. И эти деньги были направлены, да, он это признал, на предвыборную кампанию, на баннеры, на листовки и на встречи с избирателями. Перед поступлением на счет Компартии эти 3 миллиона рублей, по словам Губарева, проверила Центральная избирательная комиссия. Все договоры с коммерческим предприятием у них были на тот момент. Да?
И также он, значит, сослался на другие партии, на Единую Россию, новых людей и ЛДПР. И сказал, на выборы этим партиям, поступают такие же пожертвования. Но вот у Губарева не получилось защитить своего коллегу Филиппова. Я так понимаю, что это старые счеты Единой России с коммунистами, которые они все время, значит, с ними сводят. Это, во-первых. Во-вторых, у власти, у Единой России появился инструмент для манипуляции. Да? Поскольку сам Губарев оказался замешанным в скандале, он сейчас находится на коротком поводке у Айсена и фактически будет, значит, делать все, что Айсен Николаев, глава нашей республики, ему спустит сверху. Ну и сейчас произошло самое интересное на этой парламентской сессии. Пока Филиппов, значит, отдыхал в следственном изоляторе, он слегка как бы подзабыл, да, подать декларацию о доходах. Ну, это понятно, да. В следственном изоляторе, ну, хотя он сейчас уже находится на свободе, но в тот момент, когда нужно было подавать декларацию, он находился в следственном изоляторе. И там, как мы понимаем, вообще не до бумажек, да. Там трехразовое питание, там какой-то режим, там вот прогулки и все, ну, это все, что им доступно, и еще и адвокатский визит. Но здесь, значит, в игру вступила прокуратура республики. Она потребовала у депутатов лишить Филиппова мандата. В этом случае даже как бы могла бы быть спасена репутация Илтумена, потому что если Филиппова осудят, то его осудят уже не как депутата, если они его лишат, да, а как обычного гражданина. Не как лицо, которое принимает законы, а как обычного гражданина. Однако у наших депутатов другое мнение, другое видение вообще этой ситуации. Да? Наш парламент много лет работает по принципу «своих не сдаем». Вообще никогда и ни при каких обстоятельствах. На голосование по этому вопросу они показали просто фестиваль так называемой мандатной дружбы. За снятие полномочий с Филиппова проголосовало всего лишь 3 человека из 70. Все остальные вписались за коллегу так, как будто это член их семьи. Правильно коллеги-журналисты вспомнили о других депутатах, которых также не лишали мандатов за уголовные дела, даже за убийство. Здесь мы вспоминаем депутата Николая Соломова, который избил свою жену до смерти буквально. Она звонила в полицию, она просила о помощи, но никто на помощь ей так и не пришел. Женщина умерла. Соломов тогда попытался выдать историю, что, дескать, жена пошла ночью в ларек, то ли за сигаретами, то ли за алкоголем, и там кто-то на нее напал. Вот. Но потом выяснилось, была расшифровка ее звонков в полицию из дома, где она просила о помощи. И выяснилось, что виновен в ее смерти сам Николай Соломов, депутат. Его тогда не лишили мандата, и он, в общем, свои депутатские полномочия исполнял в исправительном учреждении. По-моему, это было в Бестяхе. Вот. Вообще здесь мы видим так называемое, назову его так, да, братство мандата. Наш вот нынешний герой Филиппов тоже оказался в этом строю, в братском. Да. Депутаты считают, что на их месте может оказаться каждый. Поэтому они своих не сдают. И даже попытки очистить Илтумен, да, вот от таких уголовных преступных элементов не предпринимают, к большому сожалению. Следующая новость. 3 года колонии якутской журналистки Саши Александровой. Давайте посмотрим. Сегодня, 28 ноября, Хабаровский окружной военный суд вынес приговор якутской журналистке Саше Александровой. 3 года колонии общего режима. Сашу обвиняют по статье 205.2 «Оправдание терроризма». Но до сих пор не раскрыто, какие именно ее слова стали основанием для уголовного дела. Прокурор требовал 5 лет. Суд смягчил, дал 3. Напомним, Саша была задержана еще в марте. Все эти месяцы – СИЗО, суды, тишина следствия и абсолютная непрозрачность обвинений. Все, что она делала
Выполняла свою работу, писала посты, говорила то, что думала, оставалась честной в профессии, и именно за это сегодня получила срок. Этот приговор несправедлив. Это приговор за убеждение, а не за преступление. И пусть сегодня ее заставили замолчать, ее история останется в памяти людей. Приговор для Саши Александровой, он стал ярким маркером состояния свободы слова в стране вообще, да. Ее там просто нет. Свободы слова в России нет и уже давно. Настоящей журналистики, соответственно, в России тоже нет. Времена, когда журналистика была четвертой властью, уже давно прошли. И давайте сравним эту новость с предыдущей новостью, да, где мандат депутатский работает как некий юридический купол. И сравним вот дело Саши Александровой, дело критика власти, по сути, обычного гражданина. Здесь всегда включается показательная жестокость как способ устрашения. Публичная мысль всегда должна быть на коротком поводке, ну или как минимум идти в ногу с государственной повесткой. Сашу Александрову судили не просто как автора высказываний, ее судили как символ той журналистики, который не встраивается в государственную повестку. Ее позиция всегда была, значит, антивоенной и антирежимной. И ее работа, Сашина работа, она вообще была субъектной. Да? Саша говорила не от имени режима, она говорила не от имени власти, а она говорила от имени общества. Она выражала мнение общества. И как мы видим, в последние 10 лет такая субъектность в России попала в категорию политически избыточной. Да? Самое печальное здесь то, что общество, от имени которого Саша выступала, от имени которого говорила Саша, ничего не сделало в ее защиту. То сейчас у власти российской с обществом, получается, да, подписан новый договор, в котором критика власти равна экстремизму, несогласие с режимом – это обязательно уголовное дело, а журналист как независимый актор – это такая нежелательная переменная, которую обязательно нужно удалить из общественного поля. В этой истории действует так называемый политический, значит, контекст. Ну, он достаточно сильный. Да? Наказание за антивоенные взгляды и критику путинского режима полностью укладывается в логику тоталитарного режима. Полностью укладывается в эту логику. То есть получается, что Александрова получила срок не за то, что она сделала, как вот ее обвиняют, да, за терроризм, да, а она получила 3 года за то, что она критиковала власть, за то, что говорила не так и не то, что нужно говорить в современной России, по версии государства, к сожалению. Еще одна новость пришла у нас из Грузии. 26 числа был задержан лидер движения «Зеленый клин». Это движение этнических украинцев на Дальнем Востоке, Владимир Дубовский и его спутница, она тоже участница этого движения, Алина Савельева. Они были задержаны по уголовному делу, открытому на них в Грузии. Уголовное дело касается незаконного пересечения границ. Незаконно пересекли границу, это значит, что они перешли границу, не минуя пункт пропуска. Тем не менее, они оспаривали это в суде, у них было 2 суда, они это попытались оспорить, у них не получилось. Потом они подавали на политическое убежище в Грузии в самой. Им в этом политическом убежище тоже было отказано. Ну и вот 12 ноября суд вынес решение об их аресте. 26 числа они были задержаны и сейчас находятся в следственном изоляторе. В следственных изоляторах, насколько я знаю, они находятся в разных местах. Согласно последним новостям, которые были опубликованы движением «Зеленый клин», 28 ноября прошло судебное заседание по поводу Дубовского и Савельевой. Им избрали меру пресечения
в виде содержания под стражей до 20 января. Будем надеяться, что их удастся вытащить пораньше на свободу. Вот, на данный момент, пишет «Зеленый клин», сделан работает адвокат, поэтому от любых комментариев «Зеленый клин» движение воздерживается по существу обвинения. Будем за этим делом следить и обязательно вам сообщать, что будет дальше. Кто не знает, кто такой Владимир Дубовский, пожалуйста, посмотрите в описании к этому видео. Я обязательно поставлю ссылку на его телеграм-канал, который называется «Зеленый клин. Моя батьковщина». Мы выступаем в его защиту, поскольку он с самого начала, он давно вообще занимается политической оппозиционной деятельностью. Он давно выехал из России, на него заведено уголовное дело в России за оправдание терроризма, на него он является, по-моему, иностранным агентом, и он включен в список Росфинмониторинга как в реестр, да, как экстремист и террорист. Ну, то есть человек, который последовательно критикует власть, последовательно критикует, выступает против войны, против российской агрессии в Украине. Вот, я считаю, что этот человек должен быть, права этого человека, права этих людей вместе с Алиной, да, они должны быть защищены. Вот, самое страшное, что может произойти, это их депортация в Российскую Федерацию. Вот этого нужно обязательно избежать. Третья новость о нашем бедном, в прямом смысле этого слова, бюджете. Давайте посмотрим. Участникам СВО и их семьям перестали выплачивать деньги. Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов Республики Саха Иван Алексеев. По его словам, это временная приостановка, которая возникла якобы из-за того, что невозможно рассчитать точное количество получателей финпомощи. И это наглая ложь. Точную цифру знают даже в столичной генпрокуратуре. В Саха более 30 тысяч участников СВО. Они платят им, потому что тупо нет денег. Суды республики завалены исками к бюджетным организациям, потому что те не выполняют свои обязательства. Но толку от этого, если в бюджете дыра в 200 миллиардов рублей? Воевать нужно было, да не с теми. Что мы имеем? Что мы имеем? Счетная палата республики прямо зафиксировала. Запрос Министерства труда и социального развития республики на 2025 год составил 9,5 миллиардов рублей на СВОшников. А фактическое финансирование из резервного фонда правительства Республики Саха лишь 5,7 миллиардов рублей. То есть нехватка была известна заранее. Это было еще в начале этого года. Теперь выясняется совершенно неожиданно, что бюджет республики уже имеет 1 миллиард 580 миллионов рублей кредиторской задолженности по этим выплатам. Это живые долги перед конкретными людьми. Разбивка долгов, значит, выглядит так. 635,7 миллионов рублей – это выплаты за ранения, гибель и компенсации выезда к раненым – 1055 получателей. И 936 миллионов рублей – это выплаты за заключение контракта с вооруженными силами Российской Федерации – 520 получателей. Теперь эти долги повисли на бюджете Республики Саха. Исполняющий обязанности министра финансов Иван Алексеев ранее в интервью телеканалу «Якутия-24» объявил о временной приостановке выплат, объяснив это невозможностью заранее рассчитать точное число получателей. Казалось бы, этот аргумент он мог бы сойти за некую такую бюрократическую отговорку, если бы не одно «но». Минтруд уже в середине года рассчитал все до рубля, до миллиарда и до каждого, значит, человека. То есть слова Алексеева в этом случае прямая, откровенная, на голубом, что называется, экране ложь на всю республику. Почему они так делают? Потому что люди для них расходный материал. Это депутаты, они не сдадут прокуратуре, да, как в нашей первой новости сегодня, а обычный солдат для них, в общем, не считается, выплаты для обычного солдата не считаются для них первоочередной задачей. Да. Обычному солдату можно и долгов не платить.
То есть сейчас население должно понимать, обещания чиновников не гарантия их исполнения. Чиновникам пообещать важнее, чем исполнить это обещание. Во-вторых, законы одинаковые не для всех. Для разных групп они имеют разную строгость исполнения. Вот. В сухом остатке, значит, ситуация выглядит как финансовая несостоятельность Республики Саха. Республика Саха фактически банкрот. Денег нет вообще ни на что. Ни на развитие, ни на обязательства, ни на репутацию, ни на расчеты с бизнеса, ни на социалку. Мы постоянно об этом говорим. Нет денег ни на мост, ни на Алан-Халенд. Вы должны это понимать. На этом на сегодня я заканчиваю. Всем спасибо, кто меня смотрел. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому и другим видео. Ну и спокойной всем предстоящей рабочей недели. До свидания.